Ильяс Дудаев поступил в больницу с сильными ожогами в крайне тяжелом состоянии. Что именно произошло, сказать пока сложно. Известно, что из-за неосторожного обращения с горючим загорелась одежда мальчика. В результате он получил термический ожог 82% поверхности тела. Пострадавшего сразу доставили в 4-ю клиническую больницу Грозного. У нас он провел в отделении 18 суток. За это время у него состояние относительно стабилизировалось. В понедельник, 23 числа, нами была проведена операция нефтектомия и аутодермопластика. Закрыто около 20% поражения. Состояние его остается еще тяжелым. Нами в отделении проводилась интенсивная терапия, гемотрансфузия. С первого дня чеченские врачи оказывали мальчику необходимую помощь, однако состояние маленького пациента требует вмешательства специалистов одного из ведущих ожоговых центров страны. Специально для этого был запрошен спецборд МЧС России. На всем протяжении, от начала процесса эвакуации и до самого последнего момента, нами производится координация действий всех привлекаемых сил и средств, и отслеживаем мы все этапы эвакуации в режиме онлайн. Также за этим процессом следит и наш федеральный округ, региональный центр, и в том числе в режиме онлайн идет передача информации на Москву. Специалисты Всероссийского центра медицины катастроф во главе с главврачом отряда Центра СПАС МЧС России уже на месте осматривают пострадавшего и проводят консилиум. Состояние больного стабильное, хотя и тяжелое. Это далеко не единственный случай, когда тяжело больных из нашей республики спецбортом перевозят ведущие клиники страны. Сейчас больного перекладывают из кареты скорой помощи в самолет для того, чтобы забрать и транспортировать его спецбортом МЧС России в Нижний Новгород, федеральный центр, где занимаются высокотехнологической медицинской помощью этим больным. На борту работают специалисты отряда Центра СПАС, Центра медицины катастроф Минздрава России. Оказана вся необходимая помощь на этом этапе. Воздушное судно оснащено специальным медицинским модулем, предназначенным для транспортировки тяжелобольных. На протяжении всего полета за состоянием ребенка будут следить опытные специалисты. Алхазур Керимов, Халид Мавсаев, Абубакар Абазов. Новости.